Разрешим из языка, Царава, сестра. Мое сегодняшнее сообщение, вот только что было озвучено название, Милай Аджинджел как церковная история. Пожалуй, первым абхазским церковным историком мы можем назвать Михаила Ивановича Карнава, опубликовавшего в 1917 году работу под названием «Краткий очерк. История Абхазской церкви», хотя впоследствии церковная тематика оставалась вне поля зрения этого автора. Правда, за 4 года до публикации Карнава еще один абхазский историк, Семен Михайлович Швецов, публикует в Сухумском вестнике небольшую статью под названием «Краткий исторический очерк Абхазской церкви». После двух этих публикаций в течение более полувека в 20 веке в абхазской историографии исследований по истории христианства в Абхазии мы не встречаем. Впрочем, небольшое исключение все-таки было, я об этом скажу. Речь идет о статье Алексея Алексеевича Аланецкого «Православная церковь как орудие колониальной политики царизма в Абхазии» и отдельных работ абхазских археологов и искусствоведов, посвященных изучению исключительно христианских памятников на территории Абхазии. В 1972 году Ермолай Кисугович Аджинджел, в то время он был сотрудником отдела древней истории Абхазского государственного музея, публикует первую заметку по истории христианства в Абхазии к вопросу о проникновении и утверждении христианства в Абхазии. Ермолай Аджинджел продолжает работу над этой темой в течение нескольких лет, и уже в 1980 году в трудах Абхазского государственного музея появляется его научная статья почти с тем же названием «К вопросу проникновения христианства в Абхазии». В 1987 году Ермолай Кисугович Аджинджел в ведущем советском академическом журнале «Вестник древней истории» публикует одну из лучших своих работ под названием «Об одном аспекте ранней византийской дипломатии на Кавказе». В этой статье он рассматривает ряд вопросов, связанных с крещением предков современных абхазов во времена византийского императора Юстиниана Великого. Из предшествующих выступлений я узнал о том, что сегодня для себя узнал о том, что эта публикация готовилась для византийского вестника, да, временник, простите, журнал, который выходил, но, к сожалению, туда опубликовать ее там не удалось, и тогда Владислав Григорьевич помог, через своих знакомых, чтобы эта работа вошла вот в этот еще не менее, академичный, известный журнал «Вестник древней истории». В 2000 году издательством Сухум-Абхазской епархии «Стратофил» была подготовлена и опубликована книга Ермолая Кисуговича Аджинджела из истории христианства в Абхазии. Книгу составляют 4 статьи, написанные в разное время. В издании они представлены как главы под следующим наименованием: «Проникновение христианства в Абхазию», о дате крещения абхазов, к истории Абхазской автокефальной церкви, к истории абхазского католикосата. В предисловии книги, написанной мною, в то время еще студентом Московской духовной академии, дается общая оценка исследованию и обозначаются некоторые обстоятельства из истории православной церкви Абхазии, которые в результате путаницы в историографии таким же образом нашли отражение и в труде Ермолая Кисуговича Аджинджела. Так что мы по праву можем считать Ермолая Кисуговича Аджинджела единственным абхазским церковным историком советского времени. В завершение еще один факт. Летом 2014 года Ермолай Кисугович Аджинджел привез в издательский отдел Священной митрополии Абхазии папку с материалами, который предложил опубликовать в виде книги под названием «Абазгика. Византийские сведения об Абхазии». В папке были следующие материалы, когда я их уже систематизировал и готовил к публикации. Первое. Ксерокопия нескольких страниц одного из выпусков словаря по ранней средневековой истории Восточной Европы, изданной в 1979 году в Висбадене. Второе. Фотокопия нескольких страниц нового издания того же выпуска
словаря с некоторыми дополнениями. В обоих вышеуказанных изданиях были опубликованы статьи, в которых собраны выдержки из византийских источников об Абазгии и Абазгах. Третье. Распечатанный текст перевода на русский язык статьи из вышеуказанного словаря, сделанного в свое время старшим научным сотрудником Института востоковедения Российской академии наук Евгенией Борисовной Смагиной. Окончательный перевод был завершен в 2011 году. Я, Ермолай Кесыгович, кстати сказать, лично сам ходил и собирал деньги, чтобы оплатить этой женщине. Дальше. Четвертый листок с кратким отзывом известного российского византиниста профессора Михаила Вадимовича Бибикова к переводу Смагиной. Пятый. Распечатка статьи самого профессора Бибикова «Новые издания латинских и византийских источников». Эта статья впервые была опубликована в сборнике под названием «Древнейшая государственная территория СССР. Материалы исследований. Москва, 1983 год». По желанию самого Ермолая Кесыговича вышеуказанная статья должна войти в книгу в качестве приложения, на что он получил устное разрешение от профессора Бибикова. Шестой. Статья самого Ермолая Кесыговича Аджинджу под названием «Основа основ истории», которой предстоит войти в готовящееся издание в качестве послесловия. С моей стороны были учтены все пожелания Ермолая Кесыговича, однако в процессе подготовки вышеназванных материалов публикации в изначально представленные тексты были внесены некоторые изменения, и я бы хотел кратко о них сказать, потому что это вам будет интересно. Во-первых, пришлось изменить название книги. Автор принял предложенный нами вариант Абазгика, сведений византийских источников об Абхазии и абхазах. Во-вторых, мы посчитали необходимым дать все фрагменты сообщений византийских источников об Абхазии и абхазах сначала на языке оригинала, на древнегреческом, и в том порядке, в каком они были представлены в вышеуказанном словаре. Единственное дополнение к оригинальным греческим текстам – некоторые пояснения к топографическим и топонимическим названиям на новогреческом языке, которым мы даем в скобках. При таком подходе мы обеспечим доступность этих очень важных для изучения истории Абхазии и православной церкви Абхазии сообщений, древних источников и современным грекоговорящим читателям, которым также будет адресована эта книга. В-третьих, параллельно с греческими фрагментами текстов из немецкого словаря, в книге они будут также в переводе на русский язык выполнены Смагиной. Кроме того, перевод Смагиной был заново сверен с текстами на греческом языке, и в них при необходимости внесены некоторые поправки и уточнения. Надеюсь, что книга Абазгика, в подготовке которой немалое усилие приложил Ермолай Кесыгович Аджинджу, под названием «Абазгика. Сведения византийских источников об Абхазии и абхазах» увидит свет в ближайшие годы. В завершение, поскольку здесь уже говорилось, простите за эту фразу Ермолаевщины, да, я так понял, такое было определение предложено. Вы знаете, что очень много, на самом деле, я бы сказал, даже уже ставших легендой случаев, фактов, связанных с жизнью Ермолая Кесыговича. Я бы хотел вспомнить тоже одну, с которым я соприкоснулся во время учебы в Московской духовной академии. Значит, поехал я в Химки, где вы знаете, что Ленинская библиотека туда перевезла все периодические издания. Ну, в наше время туда ездить и не надо, потому что все это уже теперь, слава богу, выложено в интернете. Но тогда, когда я учился, надо было обязательно туда ездить долго, на автобусе, на маршрутке, потом там записываться и так далее. И вот я взял один из номеров газеты «Кавказ», который меня интересовал, и там была статья, посвященная абхазам, ну такая статья хвалебная, да, в адрес абхазов. И читая, я начал читать, значит, мне оригинал приносит, и я смотрю, вся статья практически подчеркнута, значит, ручкой, так очень. Я понимаю, что тот автор, который прочел ее до меня, хотел, чтобы последующие читатели этой статьи особо обратили внимание на столь важные слова в адрес абхазов, но я не знал, кто это. Я потом пришел к Денису Кичаловичу Чхали, я говорю, вы знаете, Денис Кичалович, ну вот, честно сказать, не знаю, кто это сделал, но, наверное, так же нельзя сделать. Я, говорю, тебе скажу, кто это сделал. Это, говорит, мог сделать только один человек. Ермолай Кесыгович Аджинджу. Спасибо за внимание.